Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня я хотел бы поговорить на тему остинского языка. Дело в том, что где-то пару дней назад один, я не знаю, иранец он или таджик, вот не знаю конкретно, кто он по национальности, он мне в Телеграме, вот, там периодически вопросы задает по астинскому языку, а как вот там по-астински будет это слово, а как вот будет вот это слово. Вот. И он задал вопрос, а как вот на астинском будет лошадь? Говорит, по-нашему лошадь будет аспа на иранском. А по-астински как? Вот. Ну, я-то знаю, что на астинском лошадь это бах. Но я знаю, что и как бы какой-то иранский компонент тоже присутствует в обозначении слова лошадь. И я, как обычно, полез, как вы думаете, куда? Ну, естественно, в словарь Васо Абаева. И давайте я сейчас открою этот самый словарь и почитаю за слово «бах». Что пишет Абаев за это слово? Вот, давайте. Бах. Лошадь. Бах барак канак нау. Конь не делает всадника. Так, ну давайте я это пропущу и, собственно, перейду к анализу Абаевым этого слова. Слово «бах». И вот что пишет Абаев. Слово относится к субстратному кавказскому слою осетинского языка, как и некоторые другие субстратные слова. И вот пример. Вот кух – рука, ках – нога. Оно тяготеет к чечено-ингушской среде. Ну вот кух и ках – это тоже, рука-нога – это тоже вот созвучно с чечено-ингушскими какими-то словами. Вот сравнение чеченское беги, это сравнение со словом бах. Ингушское бах – жеребенок. Наличие этого слова в осетинском весьма показательно с точки зрения процесса образования языка. Иранские народы с первых дней своего появления на арене истории известны как завзятые коневоды и конники. В частности, предки осетин, аланы, славились повсюду своей замечательной конницей. Смотрите, например, Флавий Вегеций, тут ссылка какая-то идет. Так, оружие всадников улучшалось по примеру аланской конницы, ловкость и красота верховой езды гуннов и алан. В этих условиях появление в астинском кавказского слова для лошади служит веским свидетельством в пользу глубины и интимности осетино-кавказских языковых связей. Смотрите об этом также под словом лак, кух, ках, зах и другие. То есть, как я уже сказал, вот кух-ках – это, рука-нога, это также имеет связь с чечено-ингушским. Лак – мужчина, да, то же самое. Зах – род. Далее, субстратное слово, и на этот раз, как в ряде других случаев, не смогло полностью вытеснить иранское. Смотрите, арм – рука рядом с кух. То есть, в астинском рука – это, как я уже говорил, кух, да, которое сравнимо с чечено-ингушским. А есть еще и иранское, это арм, это ладонь, да. Арм это еще, оно как бы и такое общее индоевропейское, да, мы все знаем, да, вот этот арм-рестлинг, да, там, английский, по-английски арм-рестлинг, дословно переводится, арм – рука, рестлинг – борьба, то есть рукоборье. Рядом с кух фат, иранская, вот в астинском тоже есть фат, нога, рядом с ках. И вот кавказская ках. Род ком, рядом с зх. То есть в астинском есть как иранское обозначение рта, это ком, и вот чисто кавказское зх. Иранское название лошади аспа в закономерной форме авса евс сохранилось в осетинском, но только в ограниченном значении кобыла. То есть вот это иранское аспа, оно в осетинском также присутствует в виде овса. А то тоже некоторые там начинали говорить, как вы можете быть потомками алан, если
у вас обозначение слова лошади, как бы, ну, кавказское, да? Ну, вот оказывается, есть и чисто вот иранское овса. Слово, означающее у одного народа вообще лошадь, получает нередко у соседей насмешливое значение кляча и тому подобное. Так, немецкое «рос» значит конь, а французское «рос» – кляча. Рос или Росса, не знаю. Это случилось и с осетинским бах. В имерском диалекте грузинского языка мы находим бахи – невзрачная, негодная лошадь, кляча. Отсюда бахури, сделанный из цельного куска дерева арчак. В русских говорах также отмечено слово бах в значении кляча. Ну вот, как-то так. То есть, тоже, да, достаточно такая интересная тема, на мой взгляд. То, что вот как вот происходило вот это вот двуязычие, ну, на Кавказе, да, когда вот пришли вот эти скифо-сарматские племена на Кавказ, вот, и они, получается, активно начали взаимодействовать с местным населением, вот, и, по всей видимости, в определенный период времени, ну, было двуязычие, да, то есть местные могли, ну, говорили на своем языке и говорили там на скифо-сарматском. Вот, но в какой-то момент времени получается, что скифо-сарматский вытеснил, ну, местный кавказский. Но у местного кавказского населения остались какие-то, ну, отдельные слова, которые они помнили, да, свои родные, как бы, слова. Вот. И вот как мы видим в осетинском языке, есть один и тот же предмет двуязычно, да, вот как мы говорили, там рука, кух, но есть еще вот, ну, кух это местная кавказская, есть еще вот иранская, арм, или вот лошадь, бах, кавказская, и, соответственно, овса, аспа, да, это иранская, как бы пришлая. Вот, то есть как-то так. И на этом фоне я хотел бы плавно перейти к Аскеру Хаширову. Дело в том, что он, ну, давненько, я не знаю, где-то, может, месяца 4-5, ну, может, с полгода, он выпускал видео, и там он коснулся темы дигорцев, да, то, что дигорцы, они якобы являются ассимилированными адыгами, то есть вот сам этноним Дигор, да, дых, адыга, да, ну как-то вот схоже с адыгами, да, и я еще запомнил, когда он говорил о том, что якобы осетинский народ в своем этническом самосознании, самоназвании, они как-то все по-разному себя называют. Ну, типа вот Ирон, Дигор, там еще там, он сказал, что типа вот Южные Осетины, они там кударцы, да, у них тоже типа отдельное самоназвание. Нет, Аскер Владиславович, есть только два, по сути, самоназвания у осетин. Это Ирон и Дигор. Ну, вот эти вот всякие там Туалак, там, да, или Куртат, ну, кударцы, да, это все такие ущельские, такие, знаете, понятия. Мы все, кроме дигорцев, мы все себя называем Ирон. Поэтому это вот такая вот ошибочка была с вашей стороны, когда вы сказали, что единого якобы у нас самоназвания нету. Ну, оказывается, что есть. И вы, помню, ну, Аскер Владиславович тогда, помню, говорил о том, что якобы приводил там выдержки ученых, которые говорили, что, по всей видимости, этноним Дигорон, Дигор, это вот как-то связано с адыгами. Ну, вот давайте посмотрим вот это отрывок Аскера Владиславовича, где он об этом говорит. Давайте просто зададим вопрос сам себе. Какое само название у осетин? Ирон, Дигор, Дигорон, как правильно, не знаю, потом Твал, Кудары, Кудари, по-моему, как-то так. Ну, если я неправильно выговорил, прошу прощения, да? А единого нету. Вот, например, адыги. Я адыга. Кабардинец адыга. Шапсук адыга. Песней адыга. Жедов адыга. Понимаете, единое самоназвание у нас есть. А вот осетин нет. Отлично. Интересно, почему? Как так получилось, да? Давайте разберемся.
вместе разберемся. Я буду использовать научные, конечно же, научные издания, научные сведения. Поэтому я хочу сейчас зачитать вам сведения из работы Герасимовой «Палеоантропология Северной Осетии в связи с проблемой происхождения осетин». Наибольшее количество близких связей обнаруживает в раннем средневековье серии, связанные с аланским и адыгским, внимание, этносом. Гамовское ущелье, Балабанка, Мощевая Балка, Дуба-Юрт, Казазова. Почти втрое дольше отстоит от всех прочих серия из Южной Осетии. Из Эдиси, являя пример яркой морфологической специфичности и представляя собой противоположный вариант сериям из аланских могильников. Этим наблюдением, видимо, можно дать историко-этнологическое толкование. Основой этого процесса, происходившего на обширных территориях равнинного Предкавказья, состоял синтез ираноязычного населения и местных племен, относящихся к, внимание, абхазо-адыгскому массиву и восточнее представленных населением кабанской культуры. В антропологическом плане интеграционные процессы происходили под знаком аланской доминанты. Горское население было слабо втянуто в эти процессы. Особенности именно этого аланского населения: далекохранию, узколицость, узконосость мы обнаруживаем у населения Осетии, сохранившего аланские традиции скальных погребений, дзивлис, и позднее хоронившего умерших в склепах. Возможно, как раз связи с древним адыгским населением объясняют сравнительно небольшую высоту черепа в сериях из склепов Осетии, не свойственную местным горским племенам. С большой долей вероятности можно сказать, что преобладающим антропологическим типом населения Алании и Северной Осетии к моменту образования алано-осской народности был пантийский. Конец цитаты. Из этого явно видно, что осетины не являются прямыми потомками алан, однозначно. Но вот кем же являются, вот потомком кого являются осетины, да? Потому что там и по кабанской культуре возникают вопросы, как ни странно, да, вот вроде территория кабанской культуры, а антропология в захоронениях не похожа на современных осетин. Здесь тоже очень интересные моменты, да. Давайте я теперь приведу вам сведения из работы Кузнецова. Обращаю ваше внимание, что эта работа под редакцией Крупнова. Как уже говорилось, письменные источники упоминают Алан на Кавказе с 1 века нашей эры. Но наиболее исторически обоснованным временем бытования аланской культуры, по нашему мнению, следует считать период с 5 по 13 век. Периодизация катакомбных могильников, которая намечена выше, полностью подтверждает эти хронологические рамки. Разумеется, аланская культура возникает не раньше времени появления на Кавказе основной массы самих носителей этой культуры – алан. С исчезновением и растворением алан в местной этнической среде связан закат аланской культуры. Оба эти явления, начало и конец аланской культуры, исторически совпадают с двумя грандиозными событиями: с нашествием гуннов в конце IV века и с татаро-монгольским нашествием в 20-х годах XIII века. Итак, изложенные данные дают веские основания говорить о длительном обитании алан в пределах равнинного Дагестана и в первую очередь северного. Судя по имеющимся археологическим данным, аланы на территории Дагестана обитали, по-видимому, двумя основными группами. Одна из них вплоть до 8-9 веков занимала равнину до реки Сулак, вторая – район южнее Дербента. Для правильного понимания вопроса о характере верхнекубанского населения в раннем Средневековье необходимо напомнить в общих чертах этнографию Северного Кавказа предшествующей эпохи, первое тысячелетие до нашей эры. Современным кавказоведением установлено, что в первом тысячелетии до нашей эры на Северном Кавказе бытовали три мощные археологические культуры. На северо-западном Кавказе прикубанская культура, в центральном Предкавказье кабанская, на северо-восточном Кавказе каякентско-харачоевская культура. Но здесь Кузнецов еще не знает, что и по южную сторону Кавказа была кабанская культура. Еще тогда не обнаружили. В недрах этих культур и в этническом составе местного населения той эпохи были заложены основы для формирования будущего населения Северного Кавказа, адыго-кабардинского, осетинского и дагестанского народов. Следовательно, в прикубанской культуре и ее носителях можно видеть далеких предков адыгских народов. Обращаю ваше внимание. А в кабанской культуре и ее носителях далеких предков основного ядра осетинского народа.
Эти положения, несомненно, имеют огромное значение для решения вопросов кавказской этнической истории и этногенеза. Но прикубанская культура первого тысячелетия до нашей эры может быть связана с далекими предками адыгских народов. И поэтому весьма важно для наших целей очертить ее восточную границу. Исследователь прикубанской культуры Иессен намечает эту границу следующим образом. Она в основном охватывает район к северу от массива Эльбруса, верховья Малки, район Кисловодска и Пятигорья. Здесь можно отметить встречу и смешение продукции кабанского и прикубанского очагов. Восточная граница рассматриваемого локального варианта аланской культуры намечена нами по меридиану Эльбруса и верховья Малки. Следовательно, границы в обоих случаях почти совпадают, а западный вариант аланской культуры полностью приходится на территорию прикубанской культуры. Если учесть факт большой устойчивости этнокультурных границ в условиях Кавказа, то это совпадение ареалов западного варианта аланской культуры и прикубанской культуры оказывается очень важным. Оно, естественно, подводит к заключению о том, что поскольку прикубанская культура связана с предками адыгов, западный вариант аланской культуры может быть также связан с адыгскими племенами, потомками носителей прикубанской культуры. Таким образом, имеются все основания считать, что население верховья в Кубани в эпоху раннего средневековья не было однородным в этническом отношении, не состояло только из чистых алан, как это представляется некоторым исследователям. Оно состояло из двух основных компонентов – адыгского, или этнически близкого адыгам, и ираноязычного, сарматского, позднесиракского с вероятной примесью алан. Если иранская топонимика и эпиграфика Верхнего Прикуба ближе всего стоит к дигорскому наречию, то это значит, что она появилась в этом районе намного раньше, внимание, чем сложился современный осетинский язык. Когда? Ответ может быть один – в сарматскую эпоху. Иранское наречие, носителями которого были сарматы и сираки, появилось в верховьях Кубани и близлежащих районах вместе с ними еще в конце первого тысячелетия до нашей эры, то есть задолго до второй мощной аланской волны миграции IV века нашей эры. Поэтому это наречие оказалось законсервированным в ущельях Кавказа раньше и сохранило более архаичный облик. С другой стороны, особенности дигорского наречия могут объясняться также языковой архаичностью, спецификой той кавказской среды, с которой смешивались пришельцы-сарматы. Какой из двух основных этнических компонентов мог быть связан с этнонимом Дигор? Скорее всего, местный кавказский, ибо термин «дигор» не объясним из иранского языка. И по мнению Миллера и Абаева, местного кавказского происхождения, этноним Дигор, по-видимому, относился к автохтонной части населения Верхнего Прикубани. Абаев считает, что название Дигор было связано по происхождению с каким-то племенем, внимание, отличным от иранцев Алан. Здесь же Абаев говорит следующее. Весьма вероятно, что корень диг тождественен с диг в адиге, черкесы. В этом случае иг-ог могло быть показателем множественности. Таким образом, рассматриваемый этноним, по-видимому, можно считать адыгским по происхождению, что является лишним подтверждением правильности определения основного слоя населения верховья Кубани как миото-адыгского. В каком же значении термин «аланы» следует приложить к населению верховья в Кубани? Говорить об аланах верховья в Кубани в этническом смысле мало оснований, так как здесь включение алан, носителей катакомбного обряда погребения, было незначительным. Можно полагать, что население верховья в Кубани было включено в аланское объединение племен, играло в нем не последнюю роль и было быстро покрыто именем Аланы в его политическом значении. Таким и донесли его до нас письменные источники. Конец цитаты. Я хочу обратить ваше внимание, что вот из этих исследований выходит, что основным слоем населения при Кубани и то, что сейчас современная Кабардино-Балкария, да, это занимали дигорцы, которые, в свою очередь, это было адыгское население, которое было ассимилировано в сарматскую среду. Вот четко, чтобы понимали, жили адыги, пришли сарматы, начали влиять, провели некую ассимиляцию адыгских племен, или там этноса, часть адыгского этноса. И это потом стало дигорцами. Вот это тоже цепочку, чтобы вы четко видели и понимали. Это было до прихода Алан. Так вот, Аскер Владиславович, что я хочу сказать по этому поводу. Есть такой
ученый, он в частности вот и на Ютубе тоже выпускает видео, ну там несколько видео у него есть. Его зовут Олег Игоревич Беляев. Вот. Он является кандидатом, по-моему, филологических наук, иронистом. И давайте вот посмотрим его вот это вот короткое интервью. И вот он рассказывает про осетинский язык. Если говорить в целом, то контактные влияния очень хорошо видны в лексике. Причем очень разные источники для разных частей словаря. Я про это сейчас подробнее скажу, пока просто краткий обзор. В базовой лексике доминируют насско-дагестанские заимствования с довольно неясной этимологией, то есть, скорее всего, какие-то очень ранние, может быть, даже субстратные слова. На втором месте по числу заимствований тюркские языки находятся. А вот картвельское, абхазо-адыгское влияние в основном ограничено сравнительно недавними заимствованиями культурной лексики. Да, то есть вот получается совершенно разные сферы употребления для разных семей. Не можно подумать о том, какие социолингвистические ситуации это предполагает. То есть, смотрите, Олег Беляев сказал о том, что в осетинском языке по заимствованиям, в осетинском языке на первом месте стоят языки чечено-ингушской языковой группы. На первом месте по заимствованию. На втором месте в осетинском языке по заимствованиям идут языки тюркской группы. И вот только на третьем месте идут вот языки иберо-картвельской языковой группы и абхазо-адыгской. Ну, с первым мы разобрались. На втором месте языки тюркской группы идут. И что тут интересно, да, вот такое вот осетинское слово, как чиск, да, чишк, по-дегорски кизга, девочка, да, девочка, девушка. Оказывается, это слово тоже тюркского происхождения. На тюркском, по-моему, красна, типа красная девица, это кызы. Вот. И, соответственно, от этого слова вот в осетинском появилось слово чиск. Девочка, девушка. Или вот, допустим, такое чисто осетинское имя, как Чермен, так, мужское имя такое, это чисто осетинское имя. Да нифига подобного. Это имя тоже тюркского происхождения. Вот, ну, в дегорской форме оно звучит более правильно. Кермен. Кермен на тюркском, насколько я знаю, это крепость. Вот, как-то так. Ну и видите, на третьем месте у нас, получается, идут языки иберо, как они, ну, грузинские, короче, и языки абхазо-адыгской группы. И теперь вот, внимание, у меня вот возникает вопрос. Если, ну, вот как говорит Аскер Хаширов, ну, соответственно, да, он там процитировал мнение ученых по этому поводу. Вот возникает вопрос, если дегорцы это были ассимилированные адыги, то почему тогда в дегорском языке адыгский компонент в заимствованиях, да, он стоит на третьем месте? Ну, как-то вот тоже немного нескладно получается, согласитесь. Как я предполагаю, если бы произошло, вот как говорит Аскер Хаширов, ассимиляция адыгов вот этими пришлыми скифо-сарматскими племенами, то тогда по заимствованиям в осетинском языке адыгский должен был бы стоять на первом месте, но никак не на последнем. Ну, это как это понимаю я, да? Вот. Ну, собственно, вот то, что я хотел сказать по этой теме. Что вы думаете по всему этому поводу? Пишите в комментариях, с удовольствием почитаю. Только прошу вас без всяких там оскорблений и всякого трэша. Нормально, культурно общаемся, разговариваем, задаем вопросы. Вот. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем вам мира и добра. До новых встреч.